Сегодня 26 октября 2024 года, 19 часов 5 минут по центральноевропейскому времени, 20 часов 5 минут по городу Джохару. Сегодня у нас 79-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. И с нами сопредседатель Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия Аят Идигов. Аят, Машвойло. Маршал, да, добрый вечер, дорогие друзья. Ну, пока ничего не происходит, и самое главное, сегодня идут выборы, я как понимаю, в Грузии, в парламент, так? Мы еще, конечно, не знаем окончательно, какой там результат, но там вот будут жаркие дебаты, как вот говорят, будут жаркие дебаты, и мы посмотрим, что получится. Грузия бурлит, выходит на площади, требует, чтобы власть действующая, значит, ушла, а она, наоборот, укрепляется. Почему так происходит, что в мире идет, это нам понятно с вами. Дело в том, что мы все должны придерживаться в данной ситуации того, что называется сегодня международное право. Мы должны на это опираться, когда мы говорим о вопросах, значит, государственности, о праве, о свободе личности. И именно соблюдение этой линии и является результатом, ну, тех вот событий, которые или несоблюдение, или соблюдение тех событий, которые сегодня происходят в мире. Все те, которые вот отступают от этой линии, они сталкиваются с тем, что есть современное международное право, согласно которой требуется то и то и то. Есть те, которые отступают. Есть те государства диктаторские, которые мы с вами уже знаем, какие они. Они хотят это все, значит, убрать это все и сделать все государства такими же диктаторскими, как они, что они могут тут же решить любой вопрос, тут же могут прислать своих солдат, оружие дать, допустим, Кремлю, чтобы они могли, или прислать там корейских солдат, вот об этом я имел в виду. Вот такая ситуация происходит. А вот здесь, когда мы наблюдаем, вы обратите внимание, мы видим, что, забывая об этом, люди там мечутся, как будто нет никаких правил, как будто нет никаких законов. Все идет вот так вот сделают так, они так сделают, это так сделают. Да, это вот такой вот еще пока, как говорится, к этому мы не привыкли, сами не привыкли. Я имею в виду вот государство, допустим, Украина. Почему на нее напали? Да потому напали, потому что империя российская еще при развале своем уже планировала, значит, захватить эти территории бывшего Советского Союза. И ему противостоит воля этих народов, которые вот украинский народ против, чеченский народ против. И мы воевали, 5 агрессий было, в 4 агрессий российскую армию мы изгоняли. Значит, они хотят переломить, как они говорят, хребет демократии. Или мы, как говорим, мы надо переломить хребет этой диктатуре, чтобы люди могли сами решать свои проблемы, сами избирать себе руководство по поводу того, кто будет. То ли Харрис будет, то ли будет Трамп. Этот вопрос очень напряжен. Бросают разные фейковые информации. Сегодня я вот читал, что, оказывается, Израиль отправил на Иран более 100 бомбардировщиков или самолетов, что они бомбят чуть ли не весь Иран, там аэропорты, там военные эти их предприятия. А в то же время подтверждения этому нет. Я тоже смотрю, нету подтверждения. То есть людей просто дурят. Вот как вы видите, в интернете говорят то, начинаешь лечиться, как сказали они в интернете, а потом еще тебе хуже становится. Такая ситуация. Но если быть сейчас ближе к ситуации, которая
я говорю о Украине. Русские снова, значит, посылают свои ракеты, убивают украинцев везде, то в Херсоне, то в других городах идет вот это убийство. И мы с вами наблюдаем, что Кремль не хочет уйти, не хочет, он считает, что он может победить. Он собрал вот эту свою команду БРИКС, на которой хотел себе авторитет завоевать. Ну, в итоге получилось, что ничего у него не получилось на первый, так сказать, наш взгляд. Может, если где-то они тайно что-то договорились, может быть, это вот с этими государствами, Китаем, Индией и с другими. А так, в целом, такое впечатление, что они где-то облажались. Кремль в этот раз, хотя и собрал этих людей, и дал такой вот знак, допустим, ну, ничего не получается, как будто у них. И мы считаем, что власть в Кремле, она преступна, она убивает людей. Представьте себе, она убивает детей. Ну, просто людей, молодых, старых, женщин. Что это такое? Почему может? И при том он там улыбается, тихо ходит, как будто он святая личность. Поэтому вот мы видим эти все события, видим, что происходит. Куда же пойдет вся эта кривая? В какую сторону? Что будет? Ну, мне кажется, что Украина обязательно победит. Не то, что кажется, я уверен в этом. Но изгнать из территории врага, это значит, что надо еще постараться, чтобы этот враг не сохранился. Если он сохранится там и начнет снова готовить себе основу для того, чтобы вновь и вновь ударить по Украине или по другим республикам, которые вышли из бывшего Советского Союза, как они напали на нас. Что делать? Вот такая проблема, с которой мы столкнулись все. Я уже говорил, когда-то мы думали, что Вторая мировая война прошла, там все были герои, и места для геройства нет. Вот сегодня есть место для геройства для всех нас. В первую очередь мы должны думать о том, как нам действовать, что правильно, что, значит, неверно, как себя вести в этом, какое отношение кого поддерживать. Но однозначно, что поддерживать мы должны справедливость, мы должны не попадаться на всякие вот эти вот провокации, которые сегодня нам подсовывают. И так сложилось, что мы должны ожидать, что же будет в Америке. Вот этот вопрос важен. И тоже важно, что эта Америка должна в любом случае, она не может уйти от того, чтобы не противиться тому, что ее хотят скинуть с пьедестала. Это же самое мощное государство сегодня, демократическое государство. Демократия – это значит не решение всех проблем в этой стране. Демократия – это когда человек может избирать действительно власть в стране. А это уже дальше, что будет и как, это дальнейшие события уже покажет, кого вы избрали. Вот такая ситуация в мире. А диктатура, он сидит все время там. Он сидит, его дети, его окружение, и они кого угодно убивают, и мы это сегодня видим. Что же нам делать и как нам быть? Давайте об этом поговорим. Я скажу два слова. Выступают активно разные деятели так называемой оппозиции, которая себя называет правительством нашего государства. У нас правительство в Чеченской Республике есть только одно. Есть сегодня в усеченной форме, это президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия. И это правительство имеет все основания, юридически правовые. Есть люди, которые избраны. А люди, которые сошли с этой линии и выступили в пользу Кремля и принимают документы в пользу Кремля. Скажите, видимо, на переговорах с Россией подразумеваются обсуждение статуса Чечни. Какой статус Чечни был бы приемлем для вас, как руководителя? Статус Чеченской Республики и его народа окончательно и полностью утвержден, и он не подлежит обсуждению. Обсуждению подлежат вопросы двухсторонних, межгосударственных, межправительственных отношений. Статус уже есть независимая, суверенная
навеки вечная Чеченская Республика Ичкерия. И он не подлежит ни с кем обсуждению, ни тем более с российским руководством. Чеченская сторона не настаивает на официальном признании нас как независимое государство. Наше единственное желание закончить войну, вывести российские войска, и Его Величество, господин народ, определить свои взаимоотношения в дальнейшем с Россией. Я вас всех уверяю, от имени сегодняшнего премьера Республики Ичкерии, актера театра, солдата, воина, когда потребовалось это на поле боя, и сегодня одного из самых таких гибких, умных и востребованных политиков от чеченского народа, именно с его даже, его нутром, я вам говорю, нам эта независимость и нафиг не нужна. Откровенно, я говорю об этом первый раз, намечено ряд встреч, даже включая с представителями Рамзана Кадырова в ближайшее время. И я думаю, что в ближайшее время мы просто обязаны и должны выработать эту единую формулу, позицию и предложить ее чеченскому народу. И сегодня я даже на тех чеченцев, которые многие называют кадыровцами, это чеченцы. И я вас уверяю, в один день и придет время, именно с ними мы будем и восстанавливать нашу государственность, и укреплять ее. وين غادي يشتكودو وي لاتش بك وي حباش بالباخ وي يوروبيا حدون تاع بتشالز انا دابيش بالباخ اذا شي ازر شولتشرا وي تلاتستوش بتشال نظام بوخت يادو تانا اوتس بوخت توجنا وي بيلغل يحقنا هر ايدل بدل حق ايدل правительство كوغلي خوات بيش بالنا بيلغل باغا اوتس نظام تاعها وي اذا دا يشو شو دا. Сейчас для наших зрителей было бы хорошо обосновать, аргументировать в создании президиума. Вот именно от тебя, что обосновать законность создания президиума в чрезвычайных условиях, как в которых оказалось чеченское государство в результате оккупации. На этот вопрос я много раз отвечал, и здесь отвечу. Дело в том, что в 2007 году, в октябре месяце, команда, которую возглавлял Закаев Ахмед в Министерстве иностранных дел, она заявила, что президент Док Умар предал нашу родину, отошел от нашей линии, создал Эмират Кавказ и получил за это $500 миллионов. Потом, когда мы пытались с ними связаться, они нас игнорировали. Лично я пытался с ними встретиться, не получилось. Они собрались где-то там в Норвегии. Москва их публикует. Там говорится, что если он это сделал, потом пошло, он это сделал. То есть потихоньку, понимаете, вот так вот на президента. Если такое со стороны президента, значит, решение принято, то нужно же официально, это же министр иностранных дел и его команда, изложить, что на самом деле было. Покажите, где документ, где указ и где доказательства того, что он получил эти деньги. Этих документов не было в природе, Фатхулла, не было. А раз таких документов нету, в соответствии с нашей действующей Конституцией, там сказано, что документы от имени нашей власти, официально не опубликованные в печати, не имеют юридической силы, не исполняется и все такое. То есть нету официальных документов, они обвиняют президента, и таких вот подтверждений того, что это сделал Доку, не было. И вместе с Сараляповым, так называемым председателем парламента, которого никогда никто не избирал председателем парламента, и который в купе 4 или 5 человек, и выпустили постановление 6 ноября 2007 года о том, что президент самоустранился, что он совершил типа такого преступления, поэтому они берут полномочия всей власти на себя. Он никаких документов о том, что он самоустранился, не выпускал.
И мы тогда заявили, что это незаконно, это нельзя делать, потому что это вне нашей Конституции. Хочу вам сказать, что после этого, через месяц с лишним, 9 декабря, только тогда появился в эфире уже Амир Эмират Кавказа. То есть Док Умаров в роли президента не выпускал ни одного документа, чтобы можно было сказать, что он совершил, скажем, в тот момент, когда все эти дела разыгрывали. Говорили, что он ушел, все такого не было. Мы должны действовать в рамках нашей Конституции. И эти заявили, что они, значит, являются главой государства Сараляпов, и он назначает председателем кабинета министров Закаева, должность, которой нет в нашей стране, вообще как таковой нет. Кабинет министров у нас возглавляет избранный президент. Поэтому, когда вот такая ситуация сложилась, мы начали думать, что же делать. И мы тогда делали заявление, что надо вернуться назад в конституционное поле, потому что это подрывает основу нашей государственности, ставит нас в неловкое положение, потому что руководство, как бы ушли в религиозное поле, там, а эти вели себя премьер-министром, они действовали планомерно против нашего государства. Разные заявления делали, разные принимали документы. Вот как эта концепция обусловленной независимости была принята, в которой ясно сказано, что наша территория, Чеченская республика, является частью России. И из этой России сегодняшней мы должны выйти. А наше государство, которое было создано нашим народом по праву, как будто и не существовало. Эти вещи они делали и раньше, в 2001 году, там, в 2002 году в Швейцарии, в Лихтенштейне, потом в Копенгагене. И везде снимали тайно документы о том, что Чеченская республика Ичкерия территория является частью России. Вроде бы наше все руководство, как будто вот так вот. Где-то у нас были сомнения, поэтому мы долго думали, предлагали им вернуться в конституционное поле, и мы оказались в состоянии, когда корабль, на котором мы плыли, скажем, наше государство, наш народ, оказался без руководства, без капитана, без их помощников. Все они разбежались, их смыло волной как бы. И оставшиеся члены правительства, члены парламента, органов местного самоуправления, судебной власти, эти люди, они начали думать, что же делать. И мы долго совещались, много думали. Мы понимали, что мы никак не можем согласиться с тем, что больше нет нашего государства, и его некому больше защищать. В связи с тем, что в 2004 году было опубликовано постановление парламента, и это постановление парламент подписал и президент Масхадов. В этом документе было решение парламента возложения ответственности организации и ведения всей политической работы от имени парламента республики. Имея эти полномочия, я советовался с многими нашими людьми. Мы пришли к выводу, что для того, чтобы сохранить этот корабль, на котором мы находимся, что мы должны управлять этим кораблем, сохранять его легитимную базу и двигаться дальше, пока этот корабль не пришел к берегу, пока мы не получим возможность освобождения нашей территории и там провести легитимные выборы на основе нашей Конституции. На этой основе люди из кабинета министров, которые не предали, люди из парламента, которые не предали, и люди, которые являются органом судебной власти и органом самоуправления, мы сделали воззвание в августе 2009 года, в котором изложили вот эту всю позицию. И на этой основе создали временный орган власти Чеченской республики Ичкерия, и это соответствовало воле чеченского народа в рамках Конституции сохранения правовой базы нашего государства, сохранения нашей государственности. Строго в этих рамках мы образовали временный рабочий орган, который назвали Президиум правительства Чеченской республики Ичкерия.
Никто, кто является членами этого президиума, не называли себя ни министром, не называли себя там и другими именами. Никто никого не назначал, мы только работали. То есть мы оставались на тех должностях, которые были у нас, нам даны нашим народом в 1997 году, когда нас избирали, назначали. А в соответствии с законом, в котором сказано, что в период оккупации территории нашего государства органы власти Чеченской Республики Ичкерия сохраняют свои полномочия, все органы местного и органы местного управления, до изгнания с территории оккупационных войск. Вот эту линию мы проводим в противовес тем, что вот эта Закаевская компания или другие компании отрицают нашу государственность. Они говорят, что мы являемся частью России, поэтому мы, которые имели эти полномочия решением парламента, организовали вот этот орган власти, и наши решения мы приняли. В конечном итоге мы новым избранным парламентом утвердить. Вот на этой основе мы действуем, сохраняем правовую базу нашего государства и являемся в этих условиях единственным легитимным органом, представляющим интересы нашего государства, которое было создано нашим народом. Вот что такое президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия. Поочередно, то один, то второй, возглавляя этот президиум правительств, издаем постановления, и эти постановления распространяем. Наши вот решения этого президиума строго в рамках соблюдения нашей Конституции и сохранения нашей государственности. Другого органа на данный момент нету, но идет пропаганда, говорят, что якобы этого нету в Конституции. В Конституции не может быть все. Как говорится, мы не можем подложить под себя солому, если не знаем, что упадем. И в этих условиях, соблюдая вот эту вот линию, был создан наш президиум правительства. И мы на этой основе держимся, и это есть легитимный орган власти. Более того, сообщу вам, что наша задача передать правопреемственность нашей власти, которая была избрана в 1997 году, следующей власти. Вот эту задачу мы перед собой ставим. А не изменение, не отход от этого государства. Вот что является такой президиум, и вот каковы основы. Документы, которые я сейчас сказал, они обоснованы, есть. Поэтому мы свой корабль ведем к берегу и на основе нашей Конституции. А не так, как эти сегодня, то у них 2002 года Конституция, то у них мы являемся частью России, то другие говорят, что никакой власти нету. Это неприемлемо для чеченского народа, который создал свое государство при развале Советского Союза в 1991 году. Вот вам мой ответ на ваш вопрос, Фатхулла. Спасибо большое. Как я понял из этого выступления, значит, так называемая общественная организация, Кабинет министров, да, это всего-навсего общественная организация, которая действует в пользу Российской империи. Несомненно, несомненно. Легитимная, не имеющая под собой конституционной основы. Какой? Общественная организация добровольцев. Извините меня, сказано слишком сильно общественная организация. Это самозванцы, которые выдают себя за власть чеченского народа. Это есть с этой точки зрения попытка захвата власти с точки зрения нашей Конституции и является тягчайшим преступлением. Вот чем они занимаются, и все, которые вокруг них, являются их пособниками. Ну, совершенно верно, вы имеете полное право, как человек, соблюдающий Конституцию, предъявлять им такие обвинения. Да-да. Так как они действуют в пользу оккупационной власти. Да, вот так вот. Да, фактически, получается, президиум — это временный рабочий орган, который планомерно защищает Конституцию. Это люди, которые имеют полномочия от нашего народа. Они были избраны нашим народом. А все остальные в этом плане должны понимать, и молодежь должна понимать, что только этот путь является единственным и правильным,
с точки зрения мироздания сегодняшнего, то, что происходит в мире. Против этого, если мы будем двигаться, мы окажемся еще в худшем положении, и это очень опасно. Абсолютно согласен. Надо всеми силами защищать то завоевание, которое было достигнуто. Иметь собственное государство для народа – это большое историческое завоевание. Тем более построенное на современной конституционной основе, отвечающей всем международным нормам. Так оно и есть, да. Что мы это доносим всегда и каждый раз, и пишем, и говорим. Наша задача сохранить правовую базу нашего государства, чтобы на этой основе мы развивались, жили в сообществе других государств мира. Это суверенное, независимое, демократическое, правовое государство. Правовое. Понимаете, это очень важный момент. И это как раз то, что нужно и России, и другим. Вот это основа. И этим занимались всегда, теперь выйдя на международный уровень, а здесь ведут всякую агитацию. Этим людям нельзя верить. Им, поверьте мне, им надо задать вопрос: покажите ваши полномочия, на каком основании вы себя заявляете правительством, и еще сказать: вот мы должны создать там протекторат, что мы должны там конфедерацию народов Кавказа, мы должны там то-то, то-то делать. Мы должны понимать, что мы сразу одним оком или мыслью должны подумать, входит ли это в пространство или во времени современного международного права, которое было принято в 1948 году после Второй мировой войны. Все, что во времени является за пределами этого, об этом мы можем и не говорить. А так это все суют, как будто можно что-то говорить. Поговорим о том, нужно ли нам бороться за то, чтобы немедленно развалить эту Россию, или сохранить ее, или переформатировать. Что делают вот эти, так сказать, либеральные демократы, которые выехали из России и здесь ведут такие вот дебаты, у них есть какие-то там решения, насколько это будет реализовано. Давайте вокруг этого поговорим. Готов слушать и готов отвечать, если есть вопросы. Спасибо, Аят Баркал. Аят, как раз когда вы говорили по поводу нанесения бомбовых ударов по Ирану, здесь мне написали израильтяне, говорят, 145 самолетов, 2 этапа разбомбили 20 военных точек, и это чистая правда, и никуда от этого не деться. Хорошо, я понял. Рассматриваем любой вопрос, в том числе и наш. Мы должны смотреть о том, что вообще, что происходит во всем мире. Вот это все должно увязывать. Где наша, как говорится, ячейка, наше положение вот в этой ситуации, которая разыгрывается политика во всем мире. В Телеграме тоже есть, я включил. В Телеграм, на канале Президиума правительства вы можете зайти непосредственно сами, принять участие в нашем общении. А также у нас стрим вещает на канале ТикТока Сан Арцу и в канале YouTube Reality. Вы можете писать ваши вопросы или комментарии, и я их буду зачитывать. По поводу Грузии хотелось бы немножко побольше узнать. Сегодня вот эти события сейчас такие разворачиваются. Можете рассказать чуть подробнее, за кого нам болеть, кого поддерживать? Вы очень хорошо посвящены вот в эту тему, очень много дружите с грузинами. Дело в том, что мы видим, что последние годы, начиная с самого, вот этой власти Иванишвили, которая с него начинается, правда, можно говорить и о том, что где был когда Исаакашвили, а до этого в Грузии, она вообще подвергается очень большому давлению со стороны нынешнего Кремля. Они пытаются ее себе подчинить, и это им удается. В каком плане? Они, когда в 1991 году власти путем избрания народа единогласно, вот 95-7% во главе Гамсахурдия, после этого его
попытались свергнуть, и дважды на него было, значит, нападение, он вынужден был уйти, как говорится, в подполье. Они приезжали, и сам президент Грузии, и их парламент, он перебирался то вначале в Армению, а потом из Армении в нашу республику. Они были гостями. Эта власть во главе с этим президентом и парламентом, они вынуждены были там где-то вести эту борьбу. И потом они снова вернулись в Грузию, и президент погиб. Первый президент, законно избранный президент. Это была легитимная власть, а все остальные вот последующие после этого госпереворота власти, они не имеют юридической базы, они не имеют легитимной основы. Почему? Потому что пришел тогда Шеварднадзе, потом Саакашвили, потом этот Иванишвили. И вот это все идет, и все эти вот власти, о которых мы говорили, да, они пытались как-то вот урегулировать отношения с Россией, и у них не было основы, что это легитимная власть. А раз она была нелегитимна, там шла борьба для того, чтобы вернуть эту власть, значит, в легитимное поле. И это не удавалось. Вот Саакашвили, он делал несколько таких вот шагов в этом направлении. Он принимал, его парламент принимал решение о том, что он признает легитимную власть Гамсахурди на все 5 лет. В общем, он эти вопросы как-то пытался отрегулировать, но все равно это, можно сказать, что эта власть была в контексте той линии, которая прошла после государственного переворота во главе Шеварднадзе. Это все до сих пор идет, так идет, что власть так или иначе не может на эту основу вернуться. Как это вернуться? Что это делать? Эта борьба у них продолжается и будет идти. И сегодня, когда власть провела некоторые законы, подобно тому, как это сделала инагентов, и Россия там делает, то есть они могут любого человека по своему усмотрению сделать его инагентом, и потом его преследовать, сажать. Вот этих вещей они делают, и Грузия выходит на площади, ну, не сказать, что вся Грузия, но до 100 тысяч человек, до 40 тысяч человек выходят. К сожалению, вот если сторонники легитимной власти, противники Иванишвили уходят на площади, то они чуть ли не 2 раза больше сегодня выходят. Потому что у них есть основания, это то, что они подкупают, как вот они говорят, и мы в этом убеждены, они подкупают избирателей, они делают все для того, чтобы вот сказать, мы будем и дальше, и дальше. И ныне тоже вот это мы наблюдаем. И вот последние вот эти выборы, которые сейчас вот будут, вот как-то сегодня этот вопрос, завтра, наверное, будет решен, мы будем знаем, то у них вот расклад там был где-то, нынешняя власть будет в парламенте иметь где-то 40%, есть разные группы, они остальное будут иметь, но их много там. Допустим, может быть, там, я сейчас не знаю сколько, 5 или 10 партий, частей. И вот действующая власть, она может сформироваться таким образом, что возьмет кого-нибудь себе, как бы, с компаньоны, но решать все равно будут они. Я имею в виду действующая власть. Вот такая вот ситуация складывается. Но самое главное то, что Грузия – это независимое государство, суверенное государство. Это внутренние их вот эти все дела, и она не оккупирована. Оккупирована часть этой Грузии. Это Абхазия и Южная так называемая Осетия, которая незаконно от них отторг военным путем Кремль. Это тоже вопрос стоит, и они его вот так не могут решить. Грузия, она многострадальная, и народ это нам очень близок к чеченскому народу, и мы являемся братьями
Мы веками живем там на Кавказе, и мы за это переживаем. Что сделать Грузия? Как дальше пойдет ситуация? Покажет время. Вот что я могу сказать коротко. Баркал, Аят, спасибо. Аят, вот сейчас прошел БРИКС, так называемый, о котором вы упомянули, и вы сказали, что, ну, это такой, можно сказать, ничего существенного это из себя не представляет, этот съезд, их собрание. Но на самом деле некоторые аналитики, некоторые наблюдатели говорят, что это может быть какой-то прорыв, потому что очень много людей, чуть ли не миллиард или 2 миллиарда людей входят, ну, страны с таким количеством населения входят в этот БРИКС. Затем Эрдоган, который и там, и тут, и везде тоже пытается туда войти. Неужели это абсолютно ничего не представляющее из себя такое посиделка? Или все-таки за этим может быть какое-то будущее? Ну, вот смотрите, там, значит, смотри, главный там вопрос, который Путин хотел протащить, как говорится, это создать специальную валюту, которая будет независимо от доллара и евро. Вот такую линию он ставил. Это главный вопрос был. И, естественно, второй вопрос был, это вопрос, который он хотел, чтобы они как-то вот помогли ему. Вот эти два вопроса, если бы они смогли согласились с ним, то они вот многие там заявили, что это сложно, это невозможно, это вызовет какие-то другие вот противоречия в мире. И так вот и доллар, и евро в ходу – это основные валюты, которые есть. Но это не получилось, вот по всем данным, которые мы говорили, и даже была там передача, в которой критиковали и говорили это. Но да, действительно, там собрались эти страны, Индия, там этот Моди, который как будто мы говорили, что вроде бы он недоволен был Путиным, а сейчас, видите, пришел, обнимается с ним, прямо аж чуть ли не целуется. Ну и этот Си, который Китай возглавляет, говорит: вот, я очень рад видеть тебя. То есть внешние такие признаки, да, там они собираются. В каждой из этих, как нам известно, но в Китае вот около 1,5 миллиарда человек, так, а в Индии еще больше, считай, 3-4 миллиарда населения они представляют. Они во власти, они сейчас еще не готовы, мне кажется, еще не готовы для того, чтобы эти вопросы, которые вынес сюда Путин, их решать. И потому что это нужно как-то все дела банковские, вот эти отношения, которые есть с Америкой, с другими странами, Европой, это все нужно как-то переделать ради России, что ли, они пойдут на это. Вот этот вопрос был острый там. И его они не смогли там убедить, Путин не смог их убедить в этом, но это как бы пробный шар, пробный вариант, значит, они и дальше будут в этом направлении пытаться действовать, если Путина оттуда не убрать. В каком смысле убрать? Чтобы он ушел, и вместо него стал там другой человек, или чтобы страна это переформатировалась, и не было необходимости это делать, то, что он говорит, именно ради Путина и его клики, которые он собрал, клики убийц, которые убивают людей, как мы видим, не по религиозному признаку, как они говорили раньше, а они говорили, что чеченцы там мусульмане, они там террористы, бандиты, исламские фундаменталисты. Любые ярлыки вешали, как вешают сегодня на Украину. Нет, религиозная составляющая здесь только действует как в помощь этим диктаторскому режиму. Они используют. Поэтому здесь говорить о том, что они смогут как-то вот это вот изменить, не приходится, по крайней мере, сейчас.
И вот эта вот ситуация, которая складывается в Америке, оно уже потом как-то будет раскручиваться, и мы увидим, что будет. Но думаю, я верю в то, что американский народ, американские президенты, кого бы ни избрали, они не согласятся с тем, чтобы их скинули с этого пьедестала, как скажем. Это великая страна в экономическом, в политическом, в других смыслах. И эта страна не пойдет на попятную, как бы это ни говорили. Но эти вот страны, видите, они как-то развиваются, у них есть экономический потенциал, они стремительно идут, Индия и Китай, вперед. Но время покажет. Но дело в том, что в этих странах, как и в России нынешней, во главе сидят диктаторы, которые управляют этим и закручивают, как говорится, свои гайки в сторону, значит, диктатуры, а не свободы личности, соблюдения норм и международного права. Этого нет. Вот идет вот красная линия, вот между этим вот борьба идет здесь. А мы знаем с вами, что эта борьба уже давно идет, уже после того, как приняли современное международное право, с тех пор это идет и продолжается. Поэтому мы не будем сейчас говорить, что оно резко так или иначе решится, но время покажет. Но, по крайней мере, давление со стороны вот правозащитников, со стороны стран, в которые вот отстаивают демократию, и даже в диктаторских режимах эти правозащитники выступают за свободу личности, за сохранение права любого человека в любой стране избирать власть. А эту власть избирать эти диктаторские режимы, которые там собрались, ни одна не позволяет человеку. Вот это место, где вот расходится вот эта вся вот эта кампания с демократическими государствами, я имею в виду. А вот по поводу вот, Эрдогана, то, что ему что нужно, ведь они НАТО входят, или это игра? Я думаю, что скорее это игра, потому что он хочет, может быть, он там присутствует, и он же, как ты говоришь, НАТО, они члены НАТО, и как будто бы в то же время они соседи, и в то же время, чего они там решили, ему надо знать изнутри, так? Я думаю, он очень опытно это сделал. Пошел туда, и раз, и, значит, все он-то знает изнутри, что там было. И, кроме того, наверное, он хотел, как говорится, встретиться с этими лидерами, где же такой будет еще момент. И притом, наверное, он доносил позицию, в первую очередь, скажем, Турции, своей страны. И дальше здесь мы не можем сказать, что сама Турция, что это демократическая страна. Хотя проблески в этом направлении есть, и они наиболее, так сказать, продвинутая в этом отношении страна, Турция, так? И она такая развитая страна, мы с вами знаем это. Но здесь, может быть, вот эти вот моменты, наверное, ему позволят туда пойти и побывать, послушать, что они говорят, так сказать. Такое вот дело, мне кажется. Благодарю, спасибо. Друзья, напоминаю вам, пишите комментарии и ставьте лайки, если вы не находитесь в России, либо во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия. Я зачитаю ваши комментарии, вопросы. Напоминаю, это Аят Идигов, это близкий соратник Джохара Дудаева, экс-председатель парламента Чеченской Республики Ичкерия во время Первой русско-чеченской до войны и во время войны, до окончания этой войны. Поэтому человек очень информированный, и задавайте вопросы, не стесняйтесь. Аят,
Смотрите, по всей видимости, мы об этом с вами говорили, но еще раз хотелось бы немножко это тоже обсудить. Россия настроила 1400, как они заявляют, мечетей во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия. Насколько сильно они любят чеченцев, насколько они сильно хорошо к нам относятся, мы это убеждались на протяжении 3-4 веков. И особенно последние, не особенно вообще, и в том числе и в последние десятилетия. И несмотря на это, Россия строила эти мечети, разрешала строить, приказывала строить Кадырову, там ФСБ давала команду, и эти мечети строили. Сейчас такое ощущение, уже давно это ощущение, что пытаются отделить или как бы создать видимость независимости Ичкерии, или Ичкерия слово они не любят, Чеченская Республика с гербом нашим ичкерийским, с флагом нашим ичкерийским, но без слова Ичкерия. Слово Ичкерия почему-то я постоянно вижу, они это слово боятся, игнорируют и всячески пытаются уйти от этого слова. Хотя используют наш герб, и вы это знаете, только звезды не пятиконечные, а девятиконечные и так далее. Некий там один боец российский, генерал даже целый, он рассказывает, ну, российский, конечно же, всего лишь, он рассказывает о том, что там чеченцев ущемляют, там чеченцев притесняют. За все время, когда он убивал чеченцев, он об этом не говорил. Теперь вспомнил, что есть у чеченцев права и так далее. И позавчера было совершено нападение на одиноко ехавший грузовик. Один убит, один ранен, росгвардейцы сообщают, был убитый. И, по всей видимости, это такой план, который будет свидетельствовать. Ну, мы идем к тому, по всей видимости, что мы скоро увидим, как они якобы объявляют независимость Чеченской Республики Ичкерия. Здесь, в Европе, подготовленные разные деятели, которые говорят от имени Ичкерии, которые всегда служили России, как выяснилось. Эти могут вернуться, объединиться и как бы примириться. Мы все, кто не захочет примиряться с убийцами чеченского народа, слугами Русской империи, мы станем врагами, не желающими примиряться, там, ну и всего остального. И так далее. Но там будет, по всей видимости, они готовят такое исламское государство. Исламское государство. Что из этого может выйти? Возможно ли на первом хотя бы этапе, что у них что-то получится в этом плане? Ну, мы можем рассуждать в этом направлении, только рассуждать, что будет неизвестно, но, по крайней мере, истоки этого, об этом мы можем сказать. Мы помним, когда началась последняя агрессия, она началась 17 июля 1999 года, хотя многие русские и другие везде всюду пишут, что это началось потому, что Басаев со своим отрядом пошел в Дагестан. На самом деле это неправда. Басаев со своим отрядом пошел туда вместе с дагестанцем Хачалаев и другие там их сторонники, они уговаривали, чтобы этот отряд пошел туда и помог им там, потому что Россия их тоже там бомбила. Но они это ловко перевернули, хотя на нашу территорию эта вся российская армия вторглась 17 июля 1999 года. Это мы должны понимать. И обвинение Басаева, то, что он это развязал, потому что он и наши такие деятели тоже это все высказывают. Но, с другой стороны, отвечая на твой вопрос, скажу, что мы понимаем, что когда эта агрессия началась, еще до этой агрессии, еще когда наши воины успешно провели операцию по
как говорится, по усмирению этой российской армии, которая была тогда на нашей территории около 460 тысяч военнослужащих, было со всеми этими видами оружия, были на нашей территории. Представьте себе, в этой ситуации, это так называемая Первая война, а это, четвертая агрессия это была, а российская армия была повержена, и она должна была, была выведена с нашей территории. И был подписан там договор, разные документы были подписаны, и армия ушла, и, как мы говорили, она уйдет, но она снова приходила каждый раз, и когда она ушла, в этот раз были некоторые вот такие вот войны, или, скажем, такие вот, скажем, отряды, которые не участвовали с нашей стороны, не участвовали в противостоянии тогда против российской армии. И когда им говорили, что надо было бы, почему вы не участвуете, почему вы не действуете вместе с нами, они были очень хорошо одеты, у них было оружие, все. Они там проводили политику непонятную тогда до конца. Не совсем понятно, допустим, мы не думали, мне казалось и другим, чего они хотят. Но ясно было, что это был проект, так скажем, который готовился со стороны Кремля через своих ближневосточных или стран исламского мира, во главе которых сидели вот эти деятели, тоже диктаторы, те же самые диктаторы. Вот они заслали нам этих разных деятелей, а они пришли и сказали, что это не вера, вы мунафики, вы еретики, и начали там строить в существующих местах, строить параллельно другие мечети. Вот этот раскол произошел, нововведение, оно было что наши люди, оказывается, не мусульмане. И вот этот раскол, это делала Москва вместе с этими своими агентурами. Это агентуры. Они вот это заслали туда, и когда вот российские войска были вот так вот изгнаны, ушли они, выведены были, работа этой армии, вот этих людей, она начала более сильнее здесь усиливаться. Они еще больше нас блокировали по всему миру, а этим позволялось, и помогали людям. И вот этот раскол произошел. И вот против них выступил тогда муфти Кадыров, старший. На этой основе, можно сказать, было ослаблено наше сопротивление тогда, и это коснулось всех. Они даже бывало, даже в одной семье бывало, они приходили, я помню случаи, когда они убивали даже близких своих людей. То есть вот это религиозное это противостояние, которое они навязали, оно в конечном итоге привело к тому, что российская власть вторглась, и на этой стороне оказался Кадыров, который выступал против этих нововведений, Жамата и все такое. Что же, куда этот мир делся? Эти, скажем, западные страны и Америка поддерживали Россию, потому что они на нас вешали все эти ярлыки. На самом деле они так содействовали тогда этому Кремлю, чтобы они нас убивали. И я думаю, что когда в этом смысле эта линия, которая там навязывалась нам, она была, выдворена, то, придя к власти, Кадыров и его младший сын, они начали строить свои, так сказать, мечети, свое видение в религии. Это развивалось, и в силу того, что им позволялось это делать. А как мы знаем, религия в основном используется для того, чтобы
сохранить власть. И там же вот у нас, там на нашей территории, для этого как раз эти мечети стали кругом строить. Сколько их там настроили, я не знаю, но знаю, что они очень гордились этим в разных селах, в разных городах. Вот эти все мечети строят. В конечном итоге мы знаем же, что эта власть, которая есть, это власть Кремля. А власть, местная власть, она исполняет волю Кремля в любом случае, потому что она ими назначена. Они могут недовольны быть этой властью кремлевской, да, потому что даже находясь вот в такой ситуации, говорят, что мы пехотинцы ваши, мы будем воевать и за вас защищать, умирать. Даже в этой ситуации, даже вот это их вот такое верноподданничество, они извращают настолько, потому что они чеченцы, потому что они не нужны там, на этой территории. Они держат там большое, значит, войско, до 150 тысяч, я слышал, но сколько мы не знаем, вот такая цифра. И поэтому здесь вот этот раскол в связи с тем, что вот людей направляют воевать, вот берут, насильно направляют воевать в Украину, хотя они и не хотят. Я думаю, что этим вопросом занимается только Кремль, и под их давлением там наше население и люди направляются воевать. Они хорошо помнят, кто их враг. И теперь, если говорить, что то, что ты говоришь, это такую провокацию они могут организовать, Кремль, чтобы затем их взять там и всех разбомбить, убить, кого можно, а остальных вот до Дальнего Востока расселить их без права возвращения. Это план у них есть, этот план мы смотрели, видели, мы знали об этом. Об этом говорил даже президент Горбачев. Он говорил, что мне предлагали их выслать. Еще до начала до начала всех этих действий, до смещения Горбачева, представляете, даже они тогда присылали на нашу территорию, они присылали тысячи грузовиков, тентом накрытые, говорили, что якобы для того, чтобы урожай собирать. На самом деле это были грузовики, которые они прислали для того, чтобы совершить там провокацию и все население выслать. Что это население, значит, в связи с тем-то надо эвакуировать, и там написано, какие области, какие края, и вдоль туда Волга, и дальше всех высылать. На Кавказе, как они говорят, только чеченский народ вот противится им всегда. Но не только чеченский, но в последнее время, когда развалили Советский Союз, то наш народ выступил по всем правилам международного права и хотел провести все эти мероприятия до конца и смог это сделать. А вот другие республики, я имею в виду вот эти все бывшие автономные республики, которые затем стали решением Горбачевского, значит, Верховного Совета, стали тоже союзами. Вот многие русские об этом пытаются умолчать. На самом деле, еще за 2 года до развала Советского Союза все автономные республики в Советский Союз были преобразованы в союзные республики. Но другое я скажу, даже если они не были и преобразованы, это не имело никакого значения для международного права. В международном праве все народы равны. Поэтому, когда Советский Союз развалился, все эти республики, они имели право, они были уже как государство. Но наполнить атрибутикой, избрать власть, парламент, президент, определить, какой путь они изберут, как написано в международном праве. Там написано, что народ после освобождения и создания своего государства должен избрать 3 пути. Это один путь. Ты свое государство объявляешь, и в нем делаешь соответствующие там атрибутики, направления действия. Второе, ты можешь создать со своим государством другое конфедеративное государство. И третье, ты можешь войти в любое другое государство
если ты договоришься, скажем, в третьем. Вот это 3 пути. Им это ничего не было позволено. И эти республики, которые сегодня находятся в составе нынешней Российской Федерации России, они насильно, обманутым путем, лишив их права вот сделать вот эти вот все действия, их взяли и вписали в эту Российскую Федерацию России, подписав 31 марта 1992 года так называемый федеративный договор. А кто подписал вот этот договор? Этот договор должны были подписывать власти, которые бы избрали эти народы. А им не дали избрать эти власти. Они, значит, используют старых от этих деятелей коммунистических, которые были еще в Советском Союзе, первые секретари обкомов партии. То есть они не могли быть и не имели права сидеть во главе изменившихся статусе этих республик. Они подписали вместе с Ельциным вот этот федеративный договор, объявили, что создали Российскую Федерацию Россию. Ельцин и его команда обманули этих людей, и, собственно, не только обманули, там Татарстан и Башкортостан пытались этот вопрос решить, как и мы, но их тоже они втянули в эту Российскую Федерацию Россию, и в конечном итоге все, что они там сделали, они потом в 1993 году совершили государственный переворот. Еще раз Ельцин расстрелял Верховный Совет и, значит, убрал вот эти все дела, которые были подписаны до 1992 года, 31 марта, и новую конституцию незаконно, тоже таким же образом, незаконным способом принимает новую конституцию. И еще к этому нашу республику, которая была создана раньше, чем это Российская Федерация России, мы завершили формирование своего государства полностью, еще будучи в Советском Союзе. Ну а когда развалился Советский Союз, мы оказались в международном поле, мы приняли свою конституцию, наш парламент принял. И эта конституция была принята 12 марта 1992 года. И после этого, 13 марта, нас Грузия признала, член Организации Объединенных Наций, легитимный власть признала наше государство суверенным государством. То есть вот такие вот процессы происходили. И то, что сейчас ты мне говоришь, что они вот могут там вернуться, все это делать, они не думают о том, они наоборот думают разгромить любую власть, которая есть сегодня там. Им не нужны там чеченцы. Как вы знаете, Украина признала нас признала там кипрская часть Турции, нас признал Афганистан. Они сейчас тоже являются, уже их признает и Запад, несколько стран в ООН, другой их принимает, их даже пригласили в этот их БРИКС. То есть мы можем вот эти вопросы все поднимать. Мы создали свое государство, как создал каждый народ бывшего Советского Союза. Вот как Украина, Беларусь, Казахстан. У нас территория не такая большая, как у других, однако мы создали свое государство в рамках современного международного права. И вот эти вот опасности, вот эти вот возможные вот такие вот движения против нас очень даже реалистичны. И все, конечно, сейчас будет зависеть после того, как решится вопрос изгнания оккупантов с территории Украины, они могут вот это разыграть у нас на территории нашего государства, которое сегодня оккупировано. Поэтому нам необходимо как можно больше уделить внимание тому, чтобы мы объединились на Западе на основе нашей Конституции, на основе нашей декларации и на основе того, что мы хотим, чтобы это государство было признано и другими государствами Европы и остального мира. Но в этом вопросе нам мешает агентура, которая заслана сюда, объявляет себя разными деятелями. Они здесь вот их как бы за ручку водят, у них есть возможность, им вероятнее всего им платят, они могли же там так сами действовать. Они дружат с этой либеральной компанией, которые выехали из России, которые хотят сохранить эту Россию. Они называют их друзьями,
близкое, они вместе с ними проводят эту линию, потому что эти люди, о которых мы говорим, они и раньше были против нашего государства. Я имею в виду Закая и другие эти компании. И даже эти религиозные деятели, которые сами того, может, не понимая, вльют воду на мельницу Кремля. Поэтому эти люди в этом направлении, наш народ и наши беженцы должны понимать, что эти люди, вот, про которых я говорил, они все время были против нашего государства и работали против нашего государства, принимая даже соответствующие документы, из которых видно, что они говорят, что мы являемся частью России. Хитро вот это все преподносит, но ясно одно: если они дружат с этими нашими отщепенцами, самозванцами, то можете себе точно сказать, кто они такие. Ну вот я так пространно это рассказал. Может быть, я это рассказываю иногда, но и сейчас рассказал, отвечая на ваш вопрос. Спасибо. Аят, здесь Баги задает вопрос, конечно, вопрос риторический, но вы всегда мне говорите, задавай, какие есть. И вы вопросов не боитесь, Аят. Да. Аят, вопрос вам. Когда русские выйдут из крепостного рабства? Русские выйдут из крепостного рабства, когда они сами, каждый из них сам это решит. Им нужна демократия, потому что если демократия, так, демократия это же не просто тебе дали свободу. Демократия это в первую очередь ответственность. Ответственность, да. А если они за свои дела не могут отвечать, им все время нужен царь-батюшка. Благодарю. Мухаммад говорит: я надеюсь, что украинскую войну украинцы выиграют и заставят РФ подписать капитуляцию, подобную той, которую чеченцы заставили РФ подписать в Хасавюрте. Аят, расскажите, пожалуйста, если можно, про вот этот Хасавюрт и вот про эту капитуляцию России. Что это было? Но что можно сказать? Об этом есть конкретные документы, об этом я писал, так? Есть специальная такая вот статья есть, и приводится доказательства. После того, как российская армия была повержена в августе 1996 года, к нам был, как говорится, заслан генерал, секретарь Совета Безопасности Лебедь. России. Да, российский. Там вот они мудрили, они раньше мудрили, когда были переговоры у нас в 95-м году, там июль, пытались наших людей обмануть, пытались подсунуть, чтобы мы подписали всего это, так? Значит, подписание вот этого Хасавюртского соглашения нашим вот этим людям, которые там находились, у них была одна только задача – вывести эти войска. Обратите внимание, что нигде в этих документах, нигде даже не идет речь о выводе российских войск. Почти не идет. Предполагается только, а идет речь о каких-то политических отношениях, которые решаются на уровне, допустим, этих делегаций чеченской и российской. И что там написано, надо посмотреть. Там были какие-то попытки, и было внесено в соответствии с международным правом, принципы и все такое. Но далее, когда мы смотрим в целом на весь документ, мы видим, что этот документ, скажем так, его подписали люди, которые не имели полномочия для того, чтобы вести переговоры, межгосударственные переговоры. Там были одни полномочия – вывод российских войск, потому что они потерпели поражение, их войска были окружены нашими воинами, и мы готовы были их, так сказать, там уничтожить, собственно говоря. Но мы держали их для того, чтобы сказать, что мы хотим мира, чтобы весь мир видел, что мы не кровожадные, как нас хотели изобразить. И третье, что если бы мы их начали уничтожать, они начали нас бомбить, и снова это было бы в пользу Кремля. Вот эти три момента не давали, и мы тогда вот пригласили, и на этом спекулируя, они там вписали разные
документы, как будто это было межгосударственное или межкремлевское и Чеченской республики отношения. А отношения между Чеченской республикой, Кремлем Российской Федерации России, это как будто внутрироссийские отношения. Потому что, когда в 1993 году Россия ту незаконную конституцию себе приняла, там же вписала, я говорил вам, что Чеченская республика есть часть России. Вот тогда наша страна была переименована в Чеченскую республику Ичкерия 16 января 1994 года. Начиная с 16 января 1994 года все отношения, которые мы строим с Россией, другой страной, должно быть, как называется наша страна, Чеченская республика Ичкерия. А в этом случае наша сторона подписывала с ними, не обращая внимания на то, что это есть как бы намек на то, что мы являемся частью России. И там было сказано, что Чеченская республика везде. Даже вот об этом они сами твердо заявляли. Чеченская республика в составе России. Даже их министр российский заявлял, это специально есть даже видео. Главное событие этой недели – беспрецедентные дипломатические успехи президента России Бориса Ельцина по урегулированию в Чечне. Несмотря на то, что столкновения между федеральными военнослужащими и чеченскими сепаратистами продолжаются, даже соперники президента Ельцина в предвыборной гонке не могут его упрекнуть в слабости и пораженчестве. По словам министра по делам национальности Вячеслава Михайлова, стилистика имела принципиальное значение. Принципиальнейший вопрос, потому что, конечно, в этом документе, если написать было бы Ичкерия, то фактически признавать существование республики, которая не существует. Написано Чеченской республики. А Чеченская республика по Конституции входит в состав Российской Федерации. И наша сторона, которые там были, вот пошли на это и подписали это. Но дело в том, что то, что подписала наша сторона, не имело никакой основы с правовой точки зрения. Им это право никто не давал. В целом это было подписание, так сказать, вот убирайте отсюда, мы все что угодно вам подпишем. Понятие и уровень политического зрения наших людей, большинства, даже на этих переговорах, было не так высоко, и поэтому это было подписано, но дело в том, что это не играло никакую роль, потому что ни наш парламент, ни наш президент этот документ их не ратифицировал, не подписал. Даже они там вписали, что это отложенный статус, мы будем там через 5 лет, в 2001 году это решать. Но это не играло никакую роль, мы должны были вывести эти войска. Поэтому этот документ нельзя рассматривать как документ, который является между нашей страной и Российской Федерацией. Тем более, что сам этот Кремль его не воспринимал таковым, и поэтому знаю, что это полезно для них, если они это даже утвердят. Ельцин при подписании этого договора, вот это внесенную там строчку Хасавюрского соглашения взял, специально ручкой вычеркнул. Вот что это такое. Фактически Хасавюрские соглашения, которые были подписаны, были против нашего государства, так скажем, прямо. Против независимого нашего государства. Но они не имели никакой силы, никакого основания. Вот ответ на этот вопрос. Спасибо. Я именно хотел, чтобы вы это снова проговорили. Это очень важно, так как вы правы, юридической силы не имеет, как не имеют юридической силы Минские соглашения, которые Украина подписывала в ущерб своих интересов, когда Россия выкручивала ей руки. У нас была такая ситуация, даже похуже. Да, ты правильно говоришь. Я хотел вот момент один добавить. Дело в том, что в нашей Конституции записано, статья 5.4, там вот, в основах Конституции, что написано, что любые документы, подписанные со стороны любой ветви властью и любым чиновником, не имеют юридической силы, если они противоречат основе нашей Конституции, нашего государства. Там прямо написано. То есть, если они даже и подписывали, никто, ни парламент, ни президент не мог их утверждать даже.
И они с того момента, даже когда они подписаны, не имели никакой силы. Но с точки зрения наблюдающих за ними, это как они раскрутили на весь мир этот документ во всем мире. Это раскрутили русские, что якобы мы как часть России. А многие не читают. Да. Спасибо, Аяд. Очень важно то, что вы говорите. Мухаммад, возвращаясь, мы далеко ушли, пока дошли до комментариев и вопросов, которые здесь есть. Но все равно, возвращаясь к предыдущему нашему разговору, здесь Мухаммад говорит: Аяд, товарищ Деньга Халитов такой есть, также дагестанец, также призывал защитить Чабан-Махи и Карамахи. Это тогда, когда Басаева просили дагестанцев на помощь. Да. И я сейчас закончу. И это как раз вот этот же Деньга Халитов, который тогда провоцировал нас на так называемое нападение на Россию. Потом это так они пытались это представить, спасательную операцию, которую сами же нас просили позвать. И сейчас вот та ситуация, которую мы с вами сейчас обсуждали по поводу того, что готовится провокация либо создания какого-нибудь там исламского государства, либо создать, а потом разбомбить его, или там депортировать всех, уничтожить, что, скорее всего, для какую-то такую подлость русские нам и готовят. И вот этот Деньга Халита, вы помните этого деятеля, который... Я помню его, я знаю его, да. Это тоже в эту же канву ложится, о том, что это все искусственно делать ингушами, дагестанцами. Они проводят проимперскую политику. Тогда мне казалось, что он вообще сторонник всех, наш сторонник, это Деньга Халитов. Но сейчас то, что он говорит, видимо, он настолько в заблуждении или был всегда в этом состоянии, но теперь, когда оголился, показал свою суть в этом вопросе. Да, то, что бы там он ни говорил, ведь мы же знаем, что мы не говорим сейчас, что империя натворила там много наших территорий, захвачены и переданы, скажем, соседним народам. Там поселили другие народы. А когда мы повернули ссылки, тоже не все наши территории отдали, особенно в Ингушии, пригородный район, все за это бились, все такое. Если они где-то отдадут, то они должны вообще все переделать по всей. Они же, вся вот эта империя построена, вот заложена вот эта мина, вот это, везде. Потом. Поэтому мы тогда приняли решение, что эти вопросы мы поднимать не будем. Чеченская республика, Ичкерия. Все оставим так, как есть, потому что это дела империи. А в будущем мы будем все эти вопросы решать мирным путем, если и никаких там не должно быть противоречий. Вот наша позиция нашего государства, нашего правительства была такая. Спасибо. Эд Мамедов, Эд Салам. Аяд, я думаю, сейчас готовится провокация, говорит Аяд. В Москве, Эд говорит, провокация в Москве и многих других городах фашистской Российской Федерации. Исламизация Москвы и других городов. Будут массовые аресты без всяких поводов. Всем свободным людям будьте осторожны. Предупреждает нас Эд Мамедов. Спасибо, Эд. Народ, который находится сегодня там, я не имею в виду тех, которые сегодня служат империи, он прекрасно все понимает и знает. И эти люди, которые сегодня вынуждены вот так вот подчиняться Кремлю и пошли на это, они сами должны понимать, что они делают. И должны, они, видимо, сейчас прозревают, когда в чем-то и где-то вот их начинает по национальному признаку, там по религиозному признаку их преследовать. А мы с вами знаем, что ситуация такая сложная. Здесь вот разные блогеры сидят, рассказывают разные свои вот эти мнения, что только они не говорят, то. Мы знаем одно, что все, что там делается для того, чтобы еще больше старое, которое разделено и заложено мина, о которой я говорил. Сейчас они хотят новые вот эти вот противоречия заложить в отношении этих народов, которые хотят
допустим, иметь свои государства. Чтобы иметь эти государства, они должны знать, и все, я имею в виду государства, или которые хотят новые из этой России, если выйти они хотят. Если им удастся это сделать только в случае развала России или прихода к власти, скажем, какой-нибудь новой власти, которая согласится с этим. Но я должен вас предупредить, что им верить нельзя никому. Потому что вот мы сейчас говорили, когда у них уйдет вот это рабство из мысли, из голов не ушло у 99% до сих пор. Да. Поэтому здесь также должно быть очень осторожно. Скорее всего, было бы это вернуться к тому, что они в 92 году незаконно заставили, не то что подписали вместо этих народов, да, они заставили подписать этот федеральный договор, их с большевиками, с коммунистами. Они лишили, отняли у них эту возможность создать свои государства тогда. Вот и все. Благодарю. Также Эд предупреждает, просит меня предупредить, предупреждая людей, кто живет во временно оккупированной Ичкерии, не обнаруживайте себя без надобности. Просто слушайте и говорите своим, не ставьте лайков, просто слушайте и говорите своим людям, вам говорят правду, и просто надо сохраниться. Баркал аят говорит Эд, а Эд тебе тоже баркал. Так, дальше. Так. Ассаламу алейкум. Всех, друзья, приветствую. Алейкум салам. Не пропустил я тут комментарий. Если я пропустил, друзья, вы мне его повторите. Так. Также напоминаю, что вы можете, кто хочет выехать из Чеченской Республики Ичкерия, временно оккупированной, участвовать в лотерее Green Card США, чтобы выиграть вид на жительство, за последующим переехать в Америку и получить уже гражданство Соединенных Штатов. В интернете это люди выигрывают, это честно. Вы можете, есть и разные аферисты, которые пытаются нажиться на этом, но если разобраться, то можно найти не афериста, есть настоящая карта, грин-карта, она называется зеленая карта, которую можно выиграть. Это постоянный вид на жительство. Те, кто хочет выехать в Соединенные Штаты, это очень хороший способ попробовать выехать. Так, зачитаю мнение Мухаммада. Если для всех украинских СМИ русско-чеченская война является чисто чеченской войной, то для нас война в Украине является украинской войной. Это чисто мое мнение, говорит Мухаммад. Мухаммад, на самом деле, для всех украинских СМИ, украинские СМИ некоторые повторяют нарративы российской пропаганды. Мы знаем, что в Украине не все так безоблачно. В тылу на войне-то воины сражаются очень хорошо. Поэтому нам не стоит уподобляться вот этим СМИ украинским и называть русско-украинскую войну украинской. Если мы будем ее называть украинской, то мы как раз потеряем вот это слово «русские». И в таком случае будет очень удобно им применять вот тот нарратив, который они хотят использовать, и сказать, что это буряты, чечены и все другие воюют против Украины, они не россияне. И это нам, наоборот, выгоднее говорить и правду. А правду всегда говорить выгодно. Это мое мнение, мама. Так, дальше. Сейчас иду дальше вниз, иду по вопросам. Угу. Аят, вы можете оценить договор, подписанный Масхадовым и Ельциным 12 мая 1997 года? Что он собой представляет в правовом отношении? В правовом отношении этот договор можно использовать как межгосударственный, с нашей точки зрения. И дело в том, что
этот договор, после того, когда был он подписан президентами, его нужно было ратифицировать. Он становится обязательным только после этого, как во всех странах. И я должен сказать вам, что когда был этот подписан договор, в нашем парламенте я и мои товарищи, которые были там, мы не могли его ратифицировать у себя. То есть у нас внутри парламента находились противники нашего государства. Получалось полгода почти. Но, наконец, мы его смогли ратифицировать. Но Россия этот договор не ратифицировала и не восприняла его как межгосударственный договор. Она его воспринимает как внутренний такой договор. В Думу России это не подал Ельцин, и они, все их риторики, все, что они говорили, рассматривается как внутреннее дело. И они потом даже вот нарушили этот даже внутренний договор, вторглись, и этот договор, он кончился, собственно говоря. Если мы договорились, этот договор вы нарушили, то значит этого договора больше нет. Теперь с этим договором носятся эти деятели и говорят, вот этот договор, он единственный, но где этот договор? Вот договорились, что сделаем вот так, а вы взяли и нарушили договор. Этого договора уже не существует. А тогда, он если был бы подписан, скажем, Думой и принят как межгосударственный, это был бы договор. Сейчас его нет практически. На него можно ссылаться, что это было хорошо и так, но более его нету. Баркал. Так. Сандок Баркал душун сахаттан жуап дыларын да свидош дере свой мамад да маселя дуэль кой. Да, то масса. Вот у меня здесь есть на телеграм-канале люди. Да. Есть желающие, вот я хочу спросить, есть желающий вопрос задать? Пожалуйста, желающий может включиться и вопрос задать здесь. Давайте, пожалуйста. Кто желает, может включиться, я там сделал возможность вам говорить. Есть желающие? Давайте. В телеграм-канале есть. Но пока их нету, давайте. Аслан, есть у тебя там? Ну, здесь есть вопрос. Мы в самом начале обсуждали этот же по поводу того, что Израиль разбомбил. Вот здесь Эльдар Бенятов говорит: салам, Аслан, рад вас видеть. Салам, взаимно. Вас читать рад. Вы слышали, что израильтяне разгромили иранскую ПВО? Вот мы это обсуждали. Да, мы слышали это, да. Да. Аслан, говори. Да, ну все, Израиль имеет, на мой взгляд, имеет право защищать свою территориальную целостность и безопасность. Да. Если нет вопросов, давай тогда. Давай закончим. Закончим, а потом даже 1,5 часа достаточно долгая история. Ну, давай завершай. Спасибо всем, кто слушал, смотрел, писал комментарии, принимал участие. Аят, конечно же, огромное вам спасибо. И я, Аят, очень надеюсь, что вот вы создали платформу открытого диалога, президиум создал и призываете всех к диалогу. Я очень надеюсь, что люди будут выходить из тени, и это очень важно, чтобы выходили и принимали участие, помогали нам для того, чтобы защитить наши права и добиться справедливости в отношении нашего народа. На этом я заканчиваю. Баркал, все, спасибо всем, кто принимал участие. Надеюсь, потом еще мы будем встречаться и говорить с вами. Да, Мула. Всего хорошего. До свидания.